Здравствуйте, ребята. Здравствуйте! Ну как ваше настроение? Хорошее! Хорошее. Вы готовы к уроку? Да! Если готовы к уроку, то улыбнитесь друг другу и садитесь, и начнем с вами урок. Ребята, давайте не будем терять время и разделимся на две группы. У меня на парте лежат четные и нечетные числа. Идемте, разбирайте и делитесь на. Чтобы начать новую тему, мы, как всегда, должны повторить то, что мы прошли на прошлых уроках. На прошлых уроках мы с вами говорили, ребята, о разделе морфология. Давайте вспомним с вами, что такое морфология. Кто мне скажет, что такое морфология? Да, Багдад, начинай. Морфология – это раздел науки о языке, который изучает слово как части речи. То есть морфология изучает части речи. Правильно, садись. Давайте сделаем так, ребята, мы путешествуем по городу, который называется части речи. Вспомним с вами, какие части речи мы с вами знаем. Корзина идей. Первая группа пусть напомнит корзину идеями, то, что они знают об имени существительном. Вторая группа будет нам говорить об имени прилагательном. Давайте начнем. Что ты сможешь сказать нам, Жацая? Существительное самостоятельная часть речи. Да. Это существительное обозначает предмет. Обозначает предмет. Отвечает на вопрос. Да. Бывает собственные Нарицательные. Не но надо на шуметь. парадокс числа не подлежат. Да. Что еще? Прилагательное. Что значит об имени прилагательного? Самостоятельная часть речи. Самостоятельная часть речи. Изменяется парадокс от числа и падежа. Так. Отвечать на вопросы какой, какие, какая, какой. Какое? Что обозначает? Обозначает признак предмета. Угу. Что еще? Имеет род. Имеет род. Числа и падеж. Число и падеж. Должен что-то хочешь сказать? Что? Да, у прилагательных бывает качественные, относительные и притяжательные. То есть бывают разряды, да, качественные, относительные, притяжательные. Хорошо, молодцы. Ребята, мы наполнили корзину идеями. То есть окончание прилагательных зависит от существительного, то есть они имеют тот же род, тот же число и падеж, что и именно существительное. Мы с вами об этом говорили. А чтобы это запомнить, ребята, давайте выполним задание. Первая группа, выполним первое задание, найди пару существительного. Вторая группа, нужно вставить правильно окончание прилагательного. Читаем. Ребята, давайте все внимательно слушаем. Небо голубое. Небо голубое. Садись. Давайте. Утро зимнее. Сказка волшебная. Сказка волшебная. Снег белый. Снег белый. Друзья верные. Друзья верные. Лето синее. Лента синяя. Молодец, садитесь. Вторая группа. Родной аул. Родной аул. Почему? Потому что мужской род. Аул – слово мужского рода. Садись, молодец. Дальше. Родная деревня. Родная деревня. Садись. Третьего рода. Дикая природа. Почему дикая природа? Это женский род. Слово Женский женского рода. Идем дальше. Так, Балжан. Дикий кабан. Потому что кабан слов мужского рода. Слово мужского рода. Идем дальше. Быстро, быстро. Да, Багдад. Дикое животное. Мгм. Дикое животное. Что еще? Кто еще? Долгое время. Долгое время. Мгм. Путь. Долгий путь. Долгий путь. Путь какого у нас рода? Мужского Мужского рода. Балжан. Зимнее утро. Потому что утро слово среднего рода. Третьего рода. День. Зимний день. То есть день у нас слово мужского рода, поэтому мы говорим, какой день? Зимний день. Молодцы, ребята. Оцените друг друга, ребята. Будете в течение урока оценивать друг друга, а я вам буду раздавать ваши баллы. Так. Мгм. Так. Теперь, ребята, мы должны с вами сегодня начать новую тему. А прежде чем начать новую тему, у меня к вам есть вопросы. Ответьте мне, пожалуйста, сколько вам лет? Сколько вам лет? Так, Рахат. Мне 13 лет. Не меня, а мне. А мне 13 лет. Мне 13 лет. Так. В каком классе вы учитесь? В каком классе вы учитесь, Мадья? Я учусь в 7 классе. Я учусь в 7 классе. Сколько человек у вас в семье? Ага. Можно У меня в семье 11 человек. 11 человек.
Ребята, как вы думаете, для чего я задала эти вопросы, прежде чем начать новую тему? Для того, чтобы определить, о чем мы сегодня будем говорить. О чем же мы будем сегодня с вами говорить? Вы, когда ответили на мои вопросы, вы что употребили в своих предложениях? Вы употребили числа. Числа, конечно, вы употребили числа. Значит, сегодня мы о чем будем говорить, ребята? О числах. Мы сегодня будем говорить о числах, ребята. Откройте тетради и запишите число. Тему уроков. Сегодня у нас мы начнем с вами раздел «Хобби и свободное время». Тема урока «В мире чисел». Запишите в своих тетрадях. Тема урока «В мире чисел». Записали, да? Записали. Ребята, сегодня на уроке вы узнаете о видении числительном, как части речи, о разрядах в нем числительных. Вы научитесь разграничивать количественные и порядковые числительные, употреблять в устной и письменной речи числительные, соблюдая языковые нормы. Прочитаем эпиграф к уроку. Все в мире есть число. Миром правят числа. Пифагор. Ребята, о чем говорит, как вы понимаете, высказывание древнегреческого философа Пифагора? Все в мире есть число. Миром правят числа. Да? Они окружают нас повсюду. Они, это что, числа, да, окружают нас повсюду. В жизни часто встречается числа. В жизни часто встречаются числа. Вы сейчас, когда мне ответили на мои вопросы, что вы сделали? Вы употребили числа, да? То есть везде, где мы не бываем, мы сталкиваемся. Запишите правила. И еще, ребята, у вас на столе, у каждого лежит вот такой вот паспорт. Что мы будем делать? Мы должны запомнить этот паспорт. В течение урока, до конца урока вы должны запомнить этот паспорт. Здесь у нас название, запишите название, имя числительное. Здесь у нас написано, что обозначает имя числительное, на какие вопросы отвечает. То есть в конце урока оно должно быть уже у нас запомнено. Понятно, да? Да. Так, теперь мы сказали, что числительные, ребята, отвечают на вопрос «сколько» и «какой». И сказали, что обозначает количество предметов. Также мы с вами должны знать, что имена числительные, ребята, бывают количественные и порядковые. Первое задание у нас будет прочитать этот текст и отгадать сказку-загадку. Давайте прочитаем с методом чтения остановки. Давайте начнем по одному предложению будем читать. Каждый ученик, чтобы читал по одному предложению. Первое предложение, кто у нас начнет читать? Можно начинаем. Вышел старик Кадавик в поле и стал пускать из рукава птиц. Садись. Второе предложение. Быстро. Кратко. Махнул он рукавом 4 раза и спустил 12 птиц. И всякий раз по 3. Садись. Улетели первые птицы, подъел мороз. Волну. Полетела вторая тройка, снег тает, лужок зацветает. Лужок зацветает. Так. Балжан. Как третья тройка вспорхнула, стало жарко, а летела четвертая тройка, подул холодный ветер и пошли дожди. Садись. И последнее предложение. Оружие прочитай. А птицы, непростое, у каждого ход 4 крыла, а в каждом крыле 7 перьев. А в каждом крыле 7 перьев. Что нужно нам сделать, ребята? Нужно найти отгадку к этой сказке-загадке. А чтобы отгадать, давайте будем читать по каждому предложению и определять основную мысль текста. Полетели первые птицы, погрел мороз. Зима. Это зима. Так. Еще дальше что у нас там? Полетела вторая тройка. Вторая тройка, Богдан.
Полетела тройка, снег тает, лужик соспета. Это весна. Весна. Не надо торопиться, правильно читайте. Жезера. Как третья тройка вспорхнула, стало жарко. Это лето. Это лето. Так, Рахат. Прилетела четвертая тройка, подул холодный ветер и пошли дожди. Это какой год? Осень. Это осень. Так. Идем дальше. Волна. А птицы тоже непростые. У каждой по 4 крыла, а в каждом крыле 7 перьев. Это что? 4 крыла это 4 недели, месяца. 7 перьев это дни недели. Это дни недели. Садись. Правильно, ребята. Задание будет такое, ребята. Мы сейчас с вами сказали о количественных и порядковых числительных, да? И что сказали количественных числительных? На какой вопрос отвечают? Сколько, да? Порядковых числительных вопрос какой? Ваше задание будет такое. Первая группа пусть нам выпишет из текста количественные числительные. Вторая группа выпишите из текста порядковые числительные. Можно читать. 4, Проверяем. 4, 4, 12, 12, 3, 3, 7. 7. Все? Да. Можно будет читать. Да. Матья. Первый, второй, третья, четвертая. Четвертая. Первая, вторая, третья, четвертая. Правильно выговаривайте окончание. Хорошо? Как вы думаете, в первом ряду? Кто мне скажет? Первая группа. 2, только двойник. Волчат. 2 это имя существительное, двойка это имя существительное, потому что отвечает на вопросы что. Ага. Двойник это имя существительное, потому что отвечает на вопросы кто. Кто? И значит, здесь у нас лишнее слово какое? Это 2. Это 2, потому что числительное. Да? Садись, молодец. Семерка, Опять первая группа. Нет у вас ответа? Жансая, начни. Четырехугольник, что это? Существительное. Существительное. 4 числительные. Числительное. Четверка существительные. Четверка существительное. Где здесь у нас лишнее слово? 4. 4, потому что это числительное, да? То есть мы различили с вами. Задание, ребята, будет работа у доски, то есть мы должны выполнить с вами упражнение. Откройте книги и откройте упражнение 310. Что мы будем делать с вами? Мы должны записать ключевые словосочетания словами. 1941 год. Или запиши на доске. Почему вы торопитесь? Через запятую. Запятую поставь дальше. Да, запятую. Все записываем в тетради. 1941 год. А ну отойди, пусть они посмотрят, правильно ты написала или нет. В сторонку отойди, Влада. Правильно, ребята? Да. Садись, Влада. Следующее словосочетание, Мадина. 9 мая. 9 мая. Иди запиши, 9 мая. 9 мая. Запиши. Все работают. Все работают. 9 мая. Правильно записала Мадина? Садись, Мадина. Мадия, прочитай следующее слово. 1945. Год. Запиши. 45. Пишите красиво, пожалуйста.
5 год. Так. А теперь второму подойди, посмотрите, где он сделал ошибку. Харафат, где он сделал ошибку? В каком слове? В слове? Так. Так, не нужна какая буква? Буква я не нужна, да? То есть вычеркнем. Садись. Так. Ребята, давайте остановимся здесь. У нас мало времени. И, ребята, скажите, вопрос у меня к вам. О чем говорят эти даты? Как вы думаете? 22 июня 1941 год, 9 мая. Да, Павел, как ты думаешь? 22 июня 1941 год, начало войны. Германия напала на Советскую Союз. То есть в этот день у нас началась Великая Отечественная война. Так думает Павел, правильно. А что говорят нам числа 9 мая 1945 год? Да, Павел? 9 мая 9 Это День Победы, да? То есть в 1941 году, ой, в 1945 году, 9 мая, это День Победы, да? Когда мы победили, да, великую, одержали победу в Великой Отечественной войне. Садитесь. Теперь, ребята, вот здесь я почему остановилась, ребята, я бы хотела сказать, что числительные, ребята, еще бывают простые, сложные и составные. Если имеет один корень и одно слово, это простое числительное, запоминаем. Если имеет одно слово и два корня, это сложное числительное. И если имеет уже несколько слов, это уже составные числительные. Запомни. Так, если поняли, ребята, следующее задание у нас стратегия верные и неверные утверждения. Так, читаем. Так, Волжан. 7 имеет числительное, верно. Верно. Так, дальше. Волнуй. 50 сложное числительное, неверное. Неверно. Так, быстро же цвет. 700 простое числительное, неверно. Неверно, Мария. 62 суставное числительное, верно. Верно. Так, Харакат. Пятерка. Имя существительное, верно. Верно. А теперь проверьте. Теперь проверьте. Правильно? Да. Если правильно, оцените друг друга, ребята. Друг друга. Оцените. Оцените друг друга. Так, как вы оценили? Молодцы. Вот вам баллы. Так, за ваши верные ответы. За ваши верные ответы. Теперь, ребята, мы подведем итоги нашего урока. Мы почти уже пришли к концу урока, и мы должны ответить на вопросы. Какую часть речи мы называем имя числительное? На какие вопросы отвечают имена числительные? У вас есть паспорта, да? Да. На какие вопросы они отвечают? На какие разряды делятся числительные? Давайте с вами запомним паспорт. Как вы запомнили паспорт? Так. Так. Идемте, ребята. Читайте. На какие вопросы отвечает? И бывают простые, составные и сложные, да? Да. Ребята, ваше задание будет докончить упражнение, то, что мы с вами не закончили дома, докончить и составить кластер на тему «Наши праздники в цифрах». Это ваше будет домашнее задание. Запишите у себя. Домашнее задание — составить кластер на тему «Наши праздники в цифрах». Ребята, наш урок почти подошел к концу уже. И я вам предлагаю оценить урок и полученные знания, свою работу и работу учителя. Так. А ну, Волжан, что ты скажешь? На уроке я работала активно, и своей работой на уроке я довольна. Так.
Кто еще что скажет? Богдан. Урок для меня оказался коротким. Короткий, молодец. А Ружан? За урок я не устал. Я не устала, да? Так, Жансаят. Мое настроение стало лучше. Стало лучше. Гульназира. Сегодняшний урок был интересный, потому что я узнал много информации. Много информации. Рафат, что ты скажешь? На уроке я работал активно. Работала активно, да? Так, ребята, а теперь капитаны команд, посчитайте ваши жетоны и скажите, первая команда сколько набрала 6 жетонов? баллов. 6 баллов. И У нас тоже 6. 6 баллов. Это говорит, что я сегодня вам поставлю, ребята, оценку 4 обеим группам. То есть можно было поработать еще лучше, да, ребята? Хорошо, садитесь. Ребята, наш урок подошел к концу. Спасибо и до следующего урока. Вы свободны.